Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Казань является не просто древним городом, но городом, который имеет свои несомненные исторические традиции и глубоко укорененный. Это, без сомнения, один из древнейших городов Поволжья. Если говорить о древности, конечно, он уступает древнему Болгару, но если мы говорим о городе как поселении, которое непрерывно существовало всю свою историю, то Казань это фактически один из немногих городов Поволжья, который не просто было поселение на этом месте, а непрерывно существовало как городское поселение, по крайней мере, с начала XI века. Ну и мы как раз об этом и будем говорить. Надо сказать, что у истоков изучения города стояли целые поколения. Здесь я, к сожалению, даже не могу рассказать о всех людях, которые внесли свой вклад в изучение Казани. Это и историки, и краеведы, и археологи, и историки. Но среди всех надо, несомненно, отметить Карла Фукса, одного из ректоров Казанского университета, и который жил буквально здесь вот недалеко, и в этом доме, несомненно, бывал. И он на основе изучения различных источников, рукописей сделал первую попытку научного описания истории Казани. Ну, кроме того, у него еще целый ряд заслуг. Он написал такую этнографическую работу о татарах. Но вот историю Казани он попытался представить на основе не только русских летописей, но и татарских источников. Понятно, что сейчас эта работа, которая была издана в 30-е годы XIX века, уже представляет все-таки историографический интерес. Необходимо отметить Сергея Шпилевского, профессора Казанского университета. Хотя он был юрист, но, пожалуй, это человек, который внес наибольший вклад в превращение истории Казани в науку, поскольку проанализировал практически все сведения и создал такую цельную историю в своем огромном труде древнейшие булгаро-татарские городища на территории Казанской губернии. Как бы таким мостиком между вот этой историографией, которая в первую очередь опиралась на сведения письменных источников, к современной науке приложил Михаил Худяков. В своей книге «Очерки по истории Казанского ханства» он целую большую главу посвятил Казани и обследованию, насколько он мог собрать и в различных газетных вырезках, и сам лично обследовал Старую Казань в попытках обнаружить какие-то древнейшие слои города. Ну, понятно, что инструментарий тогда был очень недостаточно для того, чтобы сделать какие-то серьезные выводы, и археология переживала только еще, ну, можно сказать, такое отрочество. Поэтому он предложил дату основания Казани считать 1399 годом первого упоминания в летописи, в русской летописи. Но, тем не менее, его труды очень важны, поскольку он один из первых попытался объединить данные, которые он собрал как археолог, с данными, которые давали письменные источники. Ну и написал, можно сказать, такую цельную историю Казанского ханства. Важнейшую роль в изучении города внес Николай Филиппович Калинин. Он не только написал первую научную книгу, ну, можно сказать, научную биографию города Казани, которая так и называется «Казань. Исторический очерк», но и еще с второй половины 20-х годов, в 30-е, 50-е годы проводил активные археологические раскопки в разных местах Казани, включая, прежде всего, конечно, Кремль. И нашел, ну, во-первых, первым описал напластование
этого города. Во-вторых, описал целый ряд очень интересных находок и сделал много наблюдений. Кроме этой книги, у него еще есть целый ряд таких интересных статей, например, где был дворец казанских ханов. Об этом мы еще поговорим. Его учеником и воспринявшим его любовь к Казани был Альфред Хасанович Халиков, который также очень много сделал, и он реализовал попытку обосновать древность Казани. Он провел целый ряд очень серьезных раскопок в Казанском Кремле и отметил, что обнаружил белокаменную постройку, такую стену, которую он считал стеной XII века и датировал, соответственно, Казань XII веком. На основе этого и сведений казанской истории он предложил считать дату основания Казани, условно, 1177 год. Но попытка провести 800-летие Казани оказалась политически очень несвоевременной, и на заседании комиссии Академии наук СССР этот проект был отвергнут, не принят. И с этого момента получилось, что как будто бы открытия сделаны, и целый ряд материалов свидетельствовал об этом, а наука считает, что вообще никаких сведений об этом нет. Даже книгу, которая была написана по материалам раскопок, обком КПСС, видимо, считает, что раз уж не своевременно, раз уж не поддержали, так вообще надо под нож пустить. И эту книгу, в общем, тираж был пущен под нож, фактически осталось только несколько экземпляров, которые выпустили как сигнальные. Тем не менее, уже в 90-е годы раскопки в Казани возобновились, и возглавил их ученик Альфред Хасанович Халиков, Фаяз Шарипович Хузин, и целый ряд других исследователей, которые в конце концов не только выявили целый ряд новых археологических объектов, но и смогли доказать, что все-таки Казани не 800, а даже 1000 лет. Когда мы говорим об основании Казани, мы должны понимать тот исторический фон, на котором город возник. Появление его, возникновение связаны, несомненно, с Великим Волжским путем, который еще в начале IX века освоили, сумели пробить викинги, скандинавы, которые двигались из Швеции и приходили в Старую Ладогу, тогда просто Ладога, и оттуда через две речные системы, Днепровскую, они спускались в Византии, а через Волжскую спускались к Каспийскому морю. И об этом как раз пишет «Повесть временных лет», когда говорит, что по Волге можно сплавляться в Болгары и Хвалисы. Надо сказать, что тут долго мы не будем говорить. Достаточно отметить, что Волжский путь – это такой серебряный мост востоком, откуда поступали дирхемы, и Скандинавии, которая служила основным получателем вот этих самых дирхемов. Булгарские правители получали десятину от этих самых торговых операций, и это была колоссальная цена. Можно сказать, что по этому Волжскому пути функционировали тонны серебра. Около 60 тонн дирхемов известно только из складов в Скандинавии. Поэтому и булгарские правители не только освоились на этом пути, не только оседлали его и даже вступили в контакты с русами, скандинавами, но и стали получать эти самые прибыли и старались как-то свои позиции на этом пути защитить. Понятно, что торговые пути, которые шли
и связывали в это время практически всю Северную Европу и Центральную Европу, они были двигателями не только торговли, но и резко способствовали развитию инфраструктуры, куда они достигали, способствовали появлению на всех торговых пунктах, таких узловых точках, развитию городских центров. Дело в том, что тут это не просто было какое-то движение судов из одной точки в другую. Это был такая своеобразная полоса, вокруг которой вырастали города, ремесленные поселения, формировались государства, и все это способствовало рассвету не только развитию самого пути, но и окружающей территории. И достаточно сказать, что например, в Северной Европе большинство городов также возникало вокруг вот этих самых различных торговых магистралей. Нельзя не отметить, что большую роль вот в открытии Волжского пути и освоении этой территории сыграли связи с Северной и Центральной Европой. Ну, в частности, вот русы, честь которой принадлежит открытию этого пути и освоению его, потом вступили в конфликт с булгарами, но булгарские правители сумели их победить, и с этого момента установились довольно такие взаимовыгодные контакты, и, судя по сведениям Ибн Фадлана, дружины русов, торговцев, служили, очевидно, гвардией у Эльтибера Алмуша, в будущем эмира всей Булгарии. Но от этого времени у нас в музеях, в том числе в Национальном музее, сохранились целый ряд материалов, например, два прекрасных каролинских меча с расчищенной надписью «Ульфберт». Это одна из крупнейших мастерских в районе современного города Бонна в Федеративной Республике Германии. Там были крупные мастерские. Вот это одна из таких мастерских. Ибн Фадлан этнографически точно описал захоронение вот этого самого руса, вождя, очевидно, вот этих викингов. Но в 1878 году художник Семирадский написал очень такую живописную картину, которая была приобретена историческим музеем и сейчас находится там в экспозиции. Но это одна из таких интересных попыток осмысления вот этих самых записок Ибн Фадлана и изобразить древность нашей территории. Он-то рисовал русов, но, в принципе, это как раз происходило все на нашей территории. Об этом мы тоже как-нибудь в другой раз поговорим. И я уже сказал, что после образования Волжской Булгарии начали оформляться ее границы. Границы в то время определялись не какими-то межевыми столбами или там пограничной стражей, определялись городами и крепостями, которые государство раскидывало по своим границам, которые служили центрами определенных регионов. Вот в этом смысле возникновение Казани очень закономерно. С одной стороны, это торговый пункт, торговые контакты, которые нужно было защищать, а с другой стороны, это территории, которые нужно было осваивать и которые нужно было точно так же защищать. И если мы посмотрим на карту Болгарии, то как раз мы точно увидим, что Казань была, скорее всего, самым западным пунктом, укрепленным пунктом на границах Волжской Булгарии. Одновременно была центром такого освоенного земледельческого региона в Приказании. Самая конечность этого самого хребтика, кремлевского хребтика, является, скорее всего, самой точкой, где скорее всего, зародилась Казань, и известны как раз самые древние находки и самый древний слой. Если на современной карте, то это президентский дворец, и церковь, да. Есть, конечно, и реконструкции, но
Вот если ту нижнюю подгорную часть забыть, что там что-то нарисовано, то это, да, вот примерно так это все и выглядело. Ну, разве что не такой круглый был этот самый замок. Скорее всего, это было городище просто, где стена ограждала вот этот самый мыс. Надо отметить, что предположение Альфреда Хасановича Халикова о том, что белокаменная стена, которую он нашел, эта стена XII века, не нашла подтверждения в дальнейших археологических исследованиях. Выяснилось, что это все-таки более поздняя постройка, но не исключено, что укрепления древнейшей Казани проходили где-то там и были разрушены как раз при строительстве именно вот этой самой стены. Среди находок, которые помогли исследователям определить дату и определить общее время возникновения, ну, нужно отметить прежде всего того, что нет здесь, и поскольку это довольно скучно, но остатки слоя, который был сильно переработан в процессе истории города и жизнедеятельности города уже в последующие века, они насыщены керамикой. И вот именно определенные типы керамики, которые известны, гончарное производство X – начала XI века, и датировало в основном слой города. Но понятно, что для того, чтобы уж точно сказать, ну как же, вот давайте найдем что-нибудь, что прямо указывает нам на дату. Был найден вот обломок, половинка дирхема. Ну, мы уже говорили, что такой серебряный мост, который шел, и дирхемы распространялись именно по этому пути. Но в конце X века эта торговля начинает затухать. Рудники на Ближнем Востоке, в Передней Азии истощаются, и такого количества серебра уже не было. Его хватало для того, чтобы внутри Ближнего Востока вести торговлю, но не хватало, чтобы обеспечивать международную торговлю. С начала XI века во всей Восточной Европе наступает безмонетный период. И торговцы для того, чтобы оперировать какой-то серебряной монетой, приходилось им резать вот эту самую монету. То, что резанный дирхем, это как раз тоже одно из таких важных и реальных сведений, что поселение существовало в конце X – начале XI века. И здесь же есть несколько кладов, небольших кладов, которые были собраны в окрестностях Казани, которые хранятся в Государственном историческом музее. Они тоже небольшие и тоже датируются примерно 990-ми годами, что, в общем, не противоречит общей дате. Ну, и есть еще украшения, которые имеют гораздо более широкую дату, но, тем не менее, все-таки тяготеют уже к IX-X веку. Ну, в частности, вот сверху представленные накладки на конскую узду очень характерны, они были представлены в салтово-маяцкой культуре, очень тоже такой характерный элемент этой культуры, который позднее, уже в XII веке, практически не встречается. Ну и самое главное, это так называемая чешская монета, которая на самом деле является не монетой, это свинцовый оттиск, на который был оттиснут монета чешского короля Вацлава I Святого, основателя чешского государства, а с обратной стороны регенсбургский талер. Скорее всего, такие монеты, собственно, и Вацлав и выпускал. То есть, как булгарские правители брали дирхемы саманидов, а на другой стороне чеканили свою тамгу и там свое имя, так и чешские короли, поскольку это только начальный период становления государства, они брали регенсбургские талеры и перечеканивали с одной стороны своими инициалами. Ну, понятно, что в Центральной Европе, где обмен монетой был очень активный, часть монет просто не откладывалась в кладах. И вот ни одной монеты
чешского короля неизвестно. И только благодаря нашей казанской находке удалось, во-первых, доказать, что это был не легендарный, а исторический персонаж, что он чеканил свои монеты, то есть, что королевство действительно было настоящим государством. И оттиск этой монеты сейчас в чешском парламенте висит как такая главная реликвия чешского государства. Поэтому я это еще к чему говорю, что некоторые псевдоспециалисты пытаются раздувать идею о том, что все эти находки были подброшены, что ничего там в слоях такого не было, что все фальсифицировано. Ну вот нельзя сфальсифицировать того, чего нет. Легче было подбросить 20 дирхемов, чем выдумывать какую-то монету, которую никто никогда не видел. Поэтому это лучшее свидетельство того, что это вполне реальная находка. Само королевство существовало, чешское при Вацлаве, существовало в середине X века. Ну, и это как раз еще одно свидетельство того, что это не разменная монета, это какой-то или дипломатическая печать, или, возможно, запечатали какие-то крупные товары, которые везли в упакованном виде. И вот была такая вот печать. Надо сказать, что в окрестностях Казани в последнее время находки подобного типа встречаются и свидетельствуют о том, что Казань довольно активно развивалась и была торговым центром именно на Волжском пути. Например, недалеко, на одном из островов, недалеко от Свияжска, была найдена монета одного из англосаксонских королей. Ну, тоже, в общем, не самая, я скажу, находка ожидаемая. Вообще их в Восточной Европе, может быть, несколько штук на пальцах обеих рук, если пересчитать. А тут, в общем, случайно найдено. То есть город был активно вовлечен в эту самую торговлю, активно развивался, но сложности с определением размеров города и что он из себя представлял как город, какие укрепления были, к сожалению, археология пока не может достоверно сказать. Может быть, какие-то исследования в будущем позволят нам и эту загадку раскрыть. Пока же мы можем констатировать, что найден слой, что примерно в районе современных садиков в центре Казани, где находится памятник зодчим Кремля, возможно, там проходила древнейшая стена города, но следы ее пока не найдены. Надо сказать, что уже в XII веке город начинает расширяться, территория его от такого небольшого, самая часть вот южная, скорее всего, расширяется и занимает территорию примерно до окончания Хазине, то есть где церковь Николы Ратного, вот примерно вот в этой части. Потому что за пределами этого города найдены кладбища. Скорее всего, потом они были включены в состав города, но тогда, в XII веке, очевидно, они были за пределами города. Но и эта стена также переработана поздними постройками. И поэтому размеры города мы определяем не укреплениями, а распространением археологического слоя X-XII веков. Ну и понятно, что это одно из серьезнейших открытий, и, собственно, развитие инфраструктуры Казани было во многом связано с установлением даты основания города и празднования тысячелетия истории Казани. Надо подчеркнуть, что дата 2005 года была выбрана на собрании Казанского совета народных депутатов. Археологи предложили интервал
внутри которого уже политическая власть выбирала год, который наиболее благоприятен для основания. Поэтому 2005 год – это условный год, но он, несомненно, является медиантной точкой, когда все источники, все материалы, вот, о которых я говорил, собрали в таблицу, то прочертили линию как раз посередине, это где-то вот 2005 год. То есть это дата условная, но, тем не менее, она исторически точная и достоверная. Следующее. После образования Улуса Джучи, Золотой Орды, Казань, как и все другие булгарские земли, вошла в состав Золотой Орды. Нет никаких следов о том, что здесь было какое-то разрушение, какой-то пожар. Не исключено, что это было просто, так сказать, вхождение в состав Золотой Орды. И с этого момента начинается уже новая история. Для того, чтобы снабжать и различными другими продуктами города Нижнего Поволжья, требовалось огромное количество пшеницы, и мусульманское земледельческое население булгарского улуса начинает распространяться вширь и вглубь. И зона Приказания, которая была практически только вокруг Казани, начинает активно осваиваться на всей территории. И здесь возникает целый ряд новых поселений, но и это заложило основу для таких сложных загадок истории. И эта загадка и проблема, о которой мы не можем умолчать, это о том, что вот есть так называемая Старая Казаневская Казань, которая и была первоначальной Казанью, а потом в какой-то момент, значит, условно говоря, там прямо так не говорят, но исследователи так как-то намекают, что а вот с образованием Казанского ханства, собственно, Казань и стала городом, и сюда был перенесена на этот холм, который до этого пустовал, по их мнению, перенесен город из Приказания. И вот было, значит, именно там Иске-Казань, и вот оно сюда было перенесено. На чем эта легенда основывается? Есть целый ряд, в XIX веке был записан целый ряд легенд, которые восходят писанной истории Таварихи Булгария, а они, в свою очередь, тоже повторяют одну из глав анонимной истории Чингиз-Наме, так называемой, третьей главы этого самого сочинения, где написано, примерно как, что был Айдар-хан, вот он правил Болгарией, потом случилось, значит, враги напали, его сыновья убежали в Приказание и на горную сторону, и там вот возникли поселения. Потом какое-то время, значит, они жили в Иске-Казани, а потом переселились в настоящую Казань. Надо отметить, что никаких сведений у нас о том, что, во-первых, Тимур разорил болгар, сведений никаких нет, и, скорее всего, это миф. И вся остальная история выглядит довольно надуманной. Вот если там посчитать все эти годы, то они как-то очень хорошо укладываются в образование примерно Казанского ханства, хотя там тоже в хронологии есть очень много приблизительных вещей, потому что авторы явно не владели такой исторической информацией, а тоже описывали это на основе каких-то преданий. То есть это не исторический источник, а запись каких-то преданий, очевидно, довольно поздних. Но есть легенда, как собственно, доказать, что было в действительности. Тем более, что вокруг этого целая историографическая традиция возникла. Так выглядит примерно территория вокруг этого самого памятника. Там сверху маленький, в таком северо-западном углу треугольное, это Камаевское городище. И рядом, значит, русско-урматское селище, тоже примерно его границы. Русско-урматское селище, судя по многочисленным археологическим раскопкам, как раз датируется золотоордынским временем. И
представление о том, что вот это был древний город Иске-Казань, и что вот это самое был центром, откуда потом перенеслось, значит, Казань на это место, основывается на том, что это единый комплекс. Но многочисленные археологические раскопки на русском Мурманском селище говорят о том, что оно прекращает существование в конце XIV века. И в XV веке там нет никаких даже монетных находок. А вот наоборот, Камаевское городище, оно датируется эпохой Казанского ханства, и все монетные находки там не раньше начала XV века. То есть это не единый комплекс археологический, а два разных памятника, причем разновременные. И действительно, в русских летописях Камаевское городище именуется Иске-Казанью. Но это, конечно, путает исследователю. Но не исключено, что это было неким объяснением уже в древности. То есть предание о том, что Казань откуда-то пришла и откуда-то возникла. Вот это вот такой план. Но здесь, к сожалению, туча как раз на этом самом Камаевском городище. Что тут надо отметить? Вот если мы посмотрим на эту территорию, то увидим, вот оно на плане, вон там, как раз на мысу, за оврагом. По оврагу течет ручей, и это источник, собственно, водоснабжения на этом городище. Вот если мы посмотрим, то увидим, что эта вся долина, она как такая подкова, да, и очень напоминает, в принципе, Казань. Не исключено, что это навело еще людей в древности о том, что это как-то памятники связаны. И поскольку это Казань, то это никак не может быть, так сказать, поздняя Казань, да? И это нельзя назвать старой, потому что она, столица и всегда была Казанью. То, видимо, этот самый пункт назвали Иске-Казанью. Скорее всего, это была резиденция казанских ханов. Судя по находкам и по тому, что сведения о нем сохранились в 1536 году, сюда был отправлен в заточение хан Джан-Али, который сверх Сафа-Гирей, а потом здесь же был и убит. Скорее всего, это именно было место, такое царское владение, царский город, очень хорошо укрепленный, очень такие... Там нет следов ремесленной деятельности, в отличие от русского Мурманского селища. Это такое элитное поселение. На его месте, в другом, не на этом, был создан Иске-Казанский музей-заповедник, где есть прекрасный музей и тоже очень интересный объект, попытка реконструкции, собственно, вот этой самой Иске-Казани. После того, как Улуджичи приходит в упадок, оно распадается на части, и в 1437 году Казанское Поволжье отделяется от оставленной части, и большую роль в этом сыграл хан Улуг-Мухаммад, который был ханом Золотой Орды, но был изгнан своим противником, бежал к границам литовского государства, а позднее был, очевидно, призван на казанский трон и был коронован, поднят на белой кошме, как хан нового государства. Очевидно, вначале он думал, что это ненадолго, и что он будет уже позже вернется в Золотую Орду, но он то ли умирает, то ли погибает в 1445 году, и начинает править его сын. Вот есть прекрасная генеалогия правителей Казанского ханства, которая была подготовлена редакцией «Миллиард татар». Вот как раз показывает всю, так сказать, всех ханов и всю сложную генеалогию, связанную с политической историей Казанского ханства. И сама территория Казанского ханства, мы видим, что болгар, который был в это время
из-за того, что он не был достаточно укреплен, несколько раз разорялся, и последний раз, который окончательно добил его статус в 1436 году, войска Владимирского князя Федора Палецкого Пестрова, город был разорен, и фактически с этого момента больше он не упоминается в исторических летописях и хрониках. Казань прочно занимает его место. С этого момента мы можем говорить, что, собственно, Казань перехватила пальму первенства и стала центральным городом Среднего Поволжья, ну и будущего Казанского ханства. Там была представлена карта Казанского ханства, но это как бы общая территория. Если представить ее вот именно таким образом, как структурно, то здесь надо отметить, что эта территория была разделена на 4 дороги. Сейчас объясню. И центром была Казань. Вот Ногайская появилась очень поздно, уже в XVI веке, и это не дорога, это просто владение ногайских биев, в которых Казанское ханство платило им определенную пошлину. А так структура должна быть 4-членная. Ну и если на плане, то это вот примерно направление. Это направление нам важны для того, чтобы потом понять, ну, в общем, Крым, Галич, Арск и здесь Ногайские. Это все направление ворот Казанского города Казани, Казанского ханства. Ну и здесь мы приходим уже, собственно, к вот при таком количестве современных построек, я хочу сказать, археологам, конечно, невероятно трудно найти следы слоя и следы каких-то поселений. Ну, например, на этой территории примерно при планировке губернаторского дворца, причем именно губернаторского уже в XVIII веке, был примерно на 4 метра срезан весь культурный слой. В некоторых местах он просто уничтожил все, что было до этого. То есть фактически сохранились только постройки, которые в более позднее время были сильно углублены в материковую глину. Ну, сейчас мы посмотрим. Ну и вот примерно так выглядел центр города, собственно, эпохи Казанского ханства именно на своей западной оконечности, то есть это не весь город, но это вот примерная структура Казанского ханства. Единственное, что я хотел бы и позже еще укажу, и здесь точно так же. Вот попытка археологов рисовать вот эту самую стену является ошибкой. Ну, во-первых, конечно, никаких там следов археологически не зафиксировано, но и это противоречит, собственно говоря, и историческим источникам. К сожалению, никакой такой стены, которая бы окружала центральную часть, нет. А вот в этой части, гораздо больше, там мы увидим, это самый ханский двор, который имеет несколько другие размеры. Так что это план очень интересный для визуализации. Но там здесь есть некоторые детали, о которых можно поговорить. Вот о чем я говорю. Ну, можно даже переключить. Может, туда-обратно. Вот. Видите, какой маленький здесь ханский двор? Следующий. Вот. А на самом деле, вот он, ханский двор. То есть он занимает фактически всю ту часть визуализация. Вот эта часть, это центр скверика, где памятник зодчим Казани. И трассировка здесь вот одно из зданий аппарат президента, и вот идет вдоль оврага. То есть это была довольно значительно укрепленная часть, и она была белокаменной,
Ну, и довольно такая хорошая стена. Понятно, что она не была предназначена для, ну, обороны длительной осады. Не будем, в общем, лукавить. Это ограждение ханской части. Ну, если вы бывали в Турции, например, то вот дворец Топкапу, ну, примерно такая же вот стена, ну, чуть пожиже и чуть поменьше. Но в целом даже Топкапу никто бы не стал, ну, я не слышал, чтобы кто-то его там штурмовал или кто-то его оборонял. Все происходило все не так. Ну и здесь то же самое. А что еще следует сказать? Что вот постройки, в частности, зафиксированные здесь какие-то детали, прежде всего, они выявлены частично. Единственная такая большая и крупная постройка, непонятно, как она сопрягалась со стеной. Я думаю, что она входила внутри. То есть трассировка вот этой белокаменной стены проходила, ну, чуть дальше, включая в себя вот эти самые мавзолеи. То есть вот такой вид. Вот если вот этот Тизицкий овраг, но и здесь тоже никакой стены защищающей не было. Вот, скорее всего, мечеть Кул-Шарифа была и медресе была вот как раз за Тизицким оврагом. Ну, где-то в районе, я так полагаю, современного Николы Ратного, ну, и вот выставочного зала. Если так, то вот где-то в этой части, и, следовательно, вот Тизицкий овраг здесь проходил. Именно здесь, кстати, одна из церквей, которая была построена в XVI веке, начала, видимо, из-за того, что был засыпан овраг, и она стала проседать, и поэтому была разрушена. Здесь было кладбище какое-то церковное, а потом уже вот это самое здание было построено казармы. Из интересных построек, которые были выявлены еще в 50-х годах Калининым, вот в этой части, где издавна располагалась ну, такой пороховая слобода или пороховой двор, там сохранилась часть стены в виде так называемого раската. Это плоская поверхность, на которой стояли пушки, которые вели обстрел, то есть фактически контролировали устье Казан, устье Булака и выходили на Казанку. Центральная постройка внутри ханского двора – это был, собственно, ханский дворец. Вот его раскопки. Значит, иногда, очень часто архитекторы, значит, рисуют здесь какую-то башню, и вот это самое, что это какая-то высотная какая-то конструкция была. Так вот, докладываю вам, не покупайтесь на это. Это на самом деле фундамент, очень крепкий, хороший фундамент для фонтана, который был сделан в XIX веке. И он разрезал, значит, эту постройку ханского периода и ханского дворца, а потом просто... Ну, реконструкторы, к сожалению, не хотят слушать археологов. И когда им говорят, что надо было убрать, и ничего там не городите. Нет, как было, так мы и будем делать. И вот появилась такая штука, которая путает всех людей. Нужно дополнительно объяснять, что никакого в центре какой-то башни тут не было и быть не могло. Ну, это обычная, очень такая белокаменная постройка, очевидно, многоэтажная, очень, очевидно, красивая, мощная. Одно время она использовалась воеводами казанскими, ну, а потом пришла в негодность, ветхость, и в XVIII веке территория была снивелирована, и был построен современный губернаторский дворец. Да. Ну и одна из достопримечательностей, одно из самых интересных моментов – это выявлены мавзолеи казанских ханов. В свое время еще Андрей Купский, который участвовал в осаде и захвате Казани, говорил, что
на высоком берегу, значит, стоит там мечеть, Муралеева, Нурали, а рядом мавзолей числом помнится 5. Ну, скорее всего, понятно, что, может быть, он имел в виду 5 казанских ханов, которые были погребены действительно здесь. Но в целом это был, конечно, мавзолей для всех членов семей чингизидов, которые правили в Казани. То есть здесь похоронены не только ханы. Это могли быть и их родственники, и там есть и детские погребения. Очевидно, было и женское погребение. Но часть скопок 1977 года материалов не сохранилась. Но в целом вот это представляет собой довольно интересную постройку. И вот реконструкция примерно этой самой постройки. Да, надо сказать, что Казань была крепостью и для того времени первоклассной крепостью, которая была взята штурмом только один раз, в 1552 году. До этого она сумела выстоять, но и то в 1552 году, если бы не пороховые подкопы, довольно новая тактика, новая техника осады, город не был бы взят. Были обнесены единой системой валов и рвов, очень мощные укрепления. В основном это были бревенчатые срубы, заполненные землей и камнем. Именно поэтому пушки осаждающих русских войск не могли разрушить эти стены. Они, принимали снаряды, стены даже могли, подгореть, прогореть, но все равно, как боевая площадка, они сохраняли. Мы должны несколько слов сказать о, собственно, воротах. Вот этот план всем хорош, да? Но надо сказать, что вот этих вот ворот не было здесь. Это сведения казанского летописца, который очень плохо знал реалии города. А так примерно Арские ворота где-то в районе современного второго здания университета, это Царевы, где-то в районе главного здания университета получается. Ногайские – это, ресторан «Хан Булак» или оздоровительный комплекс, вот примерно в этом месте. Следующий, который в аутентичных источников, это Аталыковы ворота и Тюменские ворота. Почему они так близко расположены? Казалось бы, огромная протяженность стен, а здесь расположены довольно рядом две, причем из них, очевидно, Аталыковы ворота были проездными. Здесь протекал Булак, высокий берег, и нужды, в общем, в дополнительных башнях не было. Никто и не штурмовал, собственно, город с этой стороны. А здесь был участок, где стена спускалась с Казанского Кремля и уходила в сторону Булака. И вот эти башни как раз защищали эту самую часть города. Именно поэтому первый подкоп и первый взрыв был между Арскими и Царевыми воротами 29 сентября, но казанцы сумели отбить штурм и заделать эти ворота. А уже 2 сентября, когда была взорвана вот эта часть стены, это совершенно точно мы знаем. Это соединение двух улиц. Вот видите, Большой и Малый Проломный, Профсоюзный и Баумана. Именно вот это, почему оно называется, собственно говоря, проломными. Именно здесь и был пролом. И получилось, что осаждающие захватили, вот этой стены не было. Это фейк. И поэтому они сразу захватили эту часть и разрезали гарнизон на 2 части и тем самым заставили в конце концов капитулировать